На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Олега Старчевого. Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Алхас Квициня, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган и директор Сухумского аэропорта Вячеслав Эшба. Делегация Росавиации прибыла в Сухум по результатам встречи глав государств Абхазии и России Аслана Бжаня и Владимира Путина в Сочи 12 ноября. Российские специалисты должны изучить текущее техническое состояние Сухумского аэропорта и определить дальнейшие шаги по его капитальному ремонту и функционированию. Приветствуя Олега Старчевого, Аслан Бжаня отметил, что тема возобновления работы Сухумского аэропорта входит в число приоритетных государственных задач. Президент выразил надежду, что благодаря помощи и поддержке российских коллег этот вопрос удастся решить. Мы очень рассчитываем на то, что, опираясь на вашу поддержку, на вашу помощь, эту проблему решить. Для нас это очень важно. Нам нужно окно в Россию и через Россию в мир. Воздушное окно. И это возможно реализовать только с вашей помощью. Мы должны сделать все, чтобы аэропорт заработал. В большей степени это даже политический проект, а не экономический. Это проект, который будет символизировать очень много добрых, хороших дел на Южном Кавказе. Реализация этого проекта. Так я это понимаю. Вернуть те объемы перевозок, которые существовали в этом аэропорту в старые добрые времена. Я, как никто другой, знаю, какие объемы перевозок существовали в этом аэропорту, потому что я здесь прожил 5 лет, вырос. Мой отец здесь работал, летал пилотом. Поэтому для меня этот проект тоже очень важен. И я, может быть, как никто другой с российской стороны, заинтересован в том, чтобы аэропорт Сухуми возродился. За 9 месяцев 2020 года в Абхазию ввезено 43 414 единиц оборудования для производства криптовалюты. Об этом сообщил депутатам председатель ГТК Гурам Инапшба на слушаниях, посвященных состоянию энергетической отрасли страны. Во встрече с депутатами также приняли участие вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, генеральный директор Черноморэнерго Михаил Логуа, а также бывший руководитель Черноморэнерго Аслан Басария. В ходе встречи, длившейся порядка 3 часов, обсуждались острые вопросы, касающиеся ситуации в энергетической сфере. После того, как депутаты выслушали мнение специалистов, они приняли решение на ближайшем заседании сессии принять постановление о регулировании деятельности по добыче криптовалют. Расширенный материал с парламентских слушаний смотрите сразу после выпуска новостей. На подстанции БЗИП-220 в эти дни проходит замена одного из трансформаторов. Взамен старого, вышедшего в прошлом году из-за удара молнии агрегата, на объекте будет установлен новый. Оборудование приобретено в рамках российской инвестпрограммы. БЗИП-220 – одна из основных подстанций, обеспечивающих электричеством Гагарский и часть Гудаутского районов. На объекте работают 2 трансформатора. Осенью прошлого года в результате удара молнии здесь вышел из строя один из них, в то время как другой стоял на ремонте. Тогда без света остались жители обоих районов. Чтобы решить проблему и обеспечить население светом, в осенне-зимний период временно из города Гал был доставлен резервный трансформатор мощностью 125 мегаватт, который работает до сих пор. На данный момент на узловой подстанции БЗИП-220 проводится монтаж, сборка нового автотрансформатора, привезенного в рамках инвестпрограммы, который заменит поврежденный автотрансформатор 63 мегаватта в 2019 году. Сейчас у нас происходит заключительный этап по сборке данного автотрансформатора. Новый автотрансформатор будет мощностью 125 мегавольт-ампер, что немножко облегчит нам проход зимнего периода. Стоимость данного оборудования вместе с доставкой составила 125 миллионов рублей. Монтаж и сбор трансформатора осуществляется специалистами РУП Черноморэнерго совместно с шеф-инженерами завода-изготовителя из Екатеринбурга.
Раньше у нас была установленная мощность этой подстанции 126 мегаватт. Двух трансформаторов, 2 по 63. На данный момент у нас планируется установка 2 автотрансформаторов по 125 мегаватт. Работы по замене трансформатора на подстанции БЗИП-220 планируется закончить к 10 декабря. Гугу Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 155 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 78 человек. В тяжелом состоянии 27 пациентов. 17 ноября в Гудаутском госпитале от сердечно-сосудистой недостаточности скончался пациент 1947 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, 3 в тяжелом состоянии. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 35 пациентов. В тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек, 65 летальных случаев. Выздоровели 3488 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Каждый год с приближением зимы республика сталкивается с большими проблемами в электроснабжении. График веерных отключений уже стал неотъемлемой частью этого времени года. В общей сложности электроэнергия отключается на 6 часов, по 2 часа трижды в сутки. Отразились ли веерные отключения на деятельности медучреждения страны, учитывая ситуацию с пандемией? В теме разбирались наши корреспонденты. Репортаж Сарии Кварцхеля. Мы решили узнать, как отключения электроэнергии отразились на медучреждениях страны. В частности, в тех, где проходит лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Связались мы по телефону с Гудаутской ЦРБ. В больнице дизель есть, однако проблемы все же существуют. По словам главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба, перепады электроэнергии отрицательно влияют на медицинское оборудование. В связи с этим главврач выразил опасения за здоровье тяжелых пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ в реанимации. А вот как эту ситуацию прокомментировали в Минздраве республики. В Гудаутах свет не гаснет ни при каких обстоятельствах. И все эти веерные отключения – единственная больница, которую никак не касается. Потому что там у них установлен генератор с автоматическим управлением. И буквально через несколько секунд после того, как погас свет, без участия сотрудников во всей больнице включается свет. И он не только освещает, и все оборудование работает, и все работает, как было несколько секунд назад. Тяжелобольные ковидом, которые на аппаратах, к ним тоже никакого отношения? Никакого, потому что электричество там есть всегда, постоянно. Как известно, в Ачимчирской ЦРБ есть спецблок для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, но он не оснащен генератором. И отключение света, конечно же, влияет на работу медучреждения. Тяжело больных пациентов, которым требуется ИВЛ, в больнице нет. Но есть пациенты, пользующиеся кислородным концентратором, который, как известно, работает от сети, говорит главврач больницы Мадона Кишмария. Конечно, это вызывает некоторое неудобство в стационаре, потому что у нас лежат больные, у нас есть отделение инфекционное, где лежат больные с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день лежит 18 человек. Пока вот такая ситуация. В понедельник мы давали информацию в Минздрав. Был запрос от Минздрава, чтобы предоставить им информацию о том, готовы, не готовы. Мы дали информацию о том, что у нас дизеля нет. Сегодня выключают весь район, поэтому дополнительного питания у нас неоткуда брать. Обеспечивает районные больницы, всех районов, в том числе и Ачимчирскую больницу, районная Ачимчирская администрация. Так у нас устроен мир в Абхазии. Поэтому это задача Ачимчирской администрации. Не Минздрава.
Мы обеспечиваем республиканские медицинские учреждения, как то республиканская больница, республиканский туберкулезный диспансер, республиканский психиатрический диспансер и так далее. Все республиканские учреждения, находящиеся в прямом и переносном смысле в подчинении Минздрава, мы их обеспечиваем. В Сухумской инфекционной больнице, по словам исполняющего обязанности главврача Стамура Гуния, веерные отключения не сильно влияют на деятельность медучреждения. Оно оснащено дизельным генератором мощностью 80 киловатт. Сейчас в больнице 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое в тяжелом состоянии. У нас дизель-генератор, который в течение нескольких секунд включается автоматически и как бы бесперебойно нас снабжает электричеством. Вот. Единственное, что бывает, это пару раз было, буквально вчера ночью, после включения городского света бывает, что фазы как бы путаются. И у нас кое-какие аппараты, больше бытовые, наверное, насос, который качает воду нам, трехфазные. Фазы, когда меняются, они начинают обратно крутиться, и приходится их переставлять фазы. И генератор потом не отключается. Вчера мы под дождем в 11 часов ночи, я и там еще ребята, дизелисты, разбирались, пытались перенастроить. И в российском мобильном госпитале, который расположен на территории гостиницы «Айтар», есть генератор. Так что во время перебоев с электричеством работа не останавливается. На сегодняшний день в госпитале 36 человек с коронавирусной инфекцией, 5 в тяжелом состоянии. У нас с этим никаких проблем нет. Как только свет отключают в городе, тут в Айтаре, в пансионате, имеется дизель, который автономно переключается. И также, когда переходим на городское снабжение, также дизель отключается, переходит на городской. То есть в этом плане никаких проблем нет. В штатном режиме мы работаем. Если вдруг у Айтара не было бы своего дизеля, у нас с собой 3 дизеля есть, которые можем автономно включить в любую минуту. Веерные отключения не влияют на работу и республиканской больницы. Наша больница обеспечена своим автономным электрическим снабжением. Стоит дизель. Он автоматически, автомат там стоит, переключается. Как свет гаснет, включается дизель, и снабжение идет по всей больнице. Потому что у нас реанимационное отделение, аппараты работают в круглосуточном режиме, пока больные лежат на аппарате искусственной вентиляции легких. Без них мы не можем. Так что у нас проблема с электрическим снабжением в этой больнице нет. Побывали мы и во второй городской Сухумской больнице. И здесь есть дизель, однако не очень мощный. Даем освещение только. Оно не отапливает больницу. Хирургии, где оперблок, потом кардиология, реанимация, нервное отделение, реанимация, и еще приемное отделение, и по коридорам там несколько лампочек горит. Только на освещение и приборы для этого реанимационные. Оборудование работает, получается, да? Да, стараемся. Когда что-то где-то своими силами как-то. Пока выходим, пока у нас все получается. А дальше не знаю, что получится, как получится. Своими силами. Однозначно и администрация поддерживает города. Одним словом, можно сказать, что во всех медицинских учреждениях страны из-за веерных отключений работа не останавливается, даже несмотря на то, что некоторые из них не обеспечены генераторами. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 11-12 ноября министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы по приглашению Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики принял участие в международной конференции по проблематике возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания. В конференции принимали участие порядка 20 представителей различных государств. В интервью абхазскому телевидению Даур Ковы рассказал об итогах поездки в Сирию. Даур Вадимович, вы недавно ездили в Сирийскую Арабскую Республику. Какие вы встречи там провели? Расскажите об итогах. Конференция затрагивала очень серьезные проблемы насущные для создания условий для достойного возвращения беженцев на места, как я говорил, их постоянного проживания на территории Сирийской Арабской Республики. В рамках пребывания у нас состоялась встреча с премьер-министром Сирийской Арабской Республики
Вот. Хочу отметить, что встреча прошла в очень конструктивном русле. Говорили о перспективах наших двусторонних взаимоотношений. Вот, в первую очередь эти вопросы касались развития в экономической сфере. Обсуждали практически детально вопросы, связанные с возможностью поставки товаров из Сирийской Арабской Республики в Абхазию и, соответственно, из Абхазии на территорию Сирии. Вот. При этом также говорили о возможности развития отношений в других сферах также. В последнее время мы наблюдаем разные высказывания по поводу женевских дискуссий, по поводу Абхазии. Вот что вы можете сказать, можете прокомментировать как? Вы знаете, да, это не впервые, и, наверное, вот последнее время вы также обратили внимание, что мы делали ряд комментариев относительно женевских дискуссий. Ну, женевские дискуссии, это, я повторюсь, это достаточно важная площадка, на которой Республика Абхазия имеет возможность принимать равноправное участие. Вот, мы считаем ее необходимой как площадку, где мы можем высказывать свое видение по разному спектру вопросов. Да, к большому сожалению, в последнее время имели место разные манипуляции, разные высказывания и грузинской стороны, и западных представителей на тему, вот последняя достаточно такая распространенная информация, которая тиражировалась грузинской стороной, о том, что срыв последних женевских дискуссий связан, его увязывают с причиной того, что российская сторона отказалась от участия. Но хотел бы разъяснить, что на самом деле эта проблема была связана с эпидобстановкой непосредственно и в самой Европе. Мы знаем, что на тот период, когда должны были состояться женевские дискуссии, в самой Швейцарии эпидобстановка была достаточно тяжелая, что не дало возможности принять участие. Вот. Но на сегодняшний день мы ожидаем приезда сопредседателей женевских дискуссий. Очередной раунд женевских дискуссий ориентировочно должен состояться 10-11 декабря текущего года. Мы, в свою очередь, подтверждали и подтверждаем свое участие на этих дискуссиях в случае, если эпидобстановка позволит принять участие нам, соответственно, на этой площадке. Если мы говорим о тех нападках, которые, которые есть в адрес Абхазии со стороны партнеров Грузии, наверное, удивляться нечему. Да? Как бы есть партнеры Грузии, которые выступают за территориальную целостность Грузии, да? Но при этом как бы объективно оценивать ту реальность, которая сегодня существует, по определенным причинам они пока не хотят. Но мы постоянно говорим о тех условиях, которые сегодня созданы, о той реальности, которая существует, и о том, что необходимо эту реальность признать, и, соответственно, это даст возможность конструктивного двустороннего межгосударственного диалога. Это необходимо. И чем быстрее эта реальность будет принята, тем быстрее мы придем к пониманию ситуации, к разрешению, может, существующих проблем. Вот. Если говорить о самой Женевской площадке, конечно, хотелось бы отметить, что эта площадка была создана в 2008 году. Была она создана по итогам подписания соглашения Медведева-Саркози. Наверное, основная предпосылка грузинской стороны и их западных партнеров, они говорят о необходимости вывода российских войск с территории Грузии. Но тут необходимо отметить, что российская сторона по соглашению Медведева-Саркози все свои обязательства выполнила уже давно. Вот, то есть мы сегодня имеем возможность отмечать, что на территории Грузии российских войск нет. Российский контингент, военный контингент присутствует сегодня на территории Абхазии в соответствии с нашими двусторонними договоренностями межгосударственными между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Поэтому каких-либо нарушений в этом плане нет. Вот. И понятно, что мы эту позицию доводим до грузинской стороны, до международных партнеров. Но я думаю, придет тот день, когда эта позиция будет принята.
Министерство внутренних дел приобрело для ветерана милиции Зураба Квициня, получившего тяжелое ранение при исполнении служебного долга, средства передвижения для людей с ограниченными возможностями. Зураб Квициня работал в Галском районном отделе внутренних дел. Он получил серьезную травму во время осуществления оперативных мероприятий в январе 2010 года. Вручая ветерану органов внутренних дел подарок, первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба и помощник министра Бадра Айба отметили, что он и его семья всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. Был осуществлен выезд оперативным составом отдела Гальского райотдела милиции по заявлению о краже у некой гражданки. И когда приехали на место происшествия, следователь прокуратуры и эксперт райотдела милиции, они вошли в помещение, где была совершена кража. А весь остальной состав, который оказывал им помощь, вошел во двор этого строения, которое там было расположено, и буквально через некоторое время прогремели несколько взрывов. Погиб Куправа Тамаз, был ранен Буава Деви, был ранен Бучава Геннадий. Ранение получил также Зурик Квициня, у которого мы сегодня находимся. Тяжелое ранение. И Министерство внутренних дел за это благодарны и родственники, и сотрудники, где он раньше работал. Оказала ему помощь и приобрела новую коляску, которая, скажем так, на электричестве заряжается и перемещается. Спасибо министру лично, спасибо его замам, то, что сегодня приехали и сделали такой подарок этому парню. На заседании 13 ноября депутаты Сухумского городского собрания единогласно приняли решение о присвоении имен двум столичным паркам. Какие сложности возникли с переименованием парка, известного горожанам под названием «Сказка», узнавали наши корреспонденты. После кончины известного политического деятеля Тараса Шамба общественность республики обратилась в столичную администрацию с предложением присвоить его имя парку, расположенному на пересечении проспекта Аяйра и улицы Воронова. Глава администрации Беслан Эшба направил соответствующее письмо в Сухумское горсобрание. Депутаты единогласно проголосовали «за». Однако вскоре выяснилось, что парк ранее был переименован. Правда, название так и не было закреплено соответствующими документами. В 2014 году Сухумским городским собранием было принято решение о переименовании парка имени Георгия Алексеевича Дзидзари. Но по непонятным нам причинам администрация не исполнила это решение. Название не было внесено в реестр парков. Нигде не было указано новое название парка. Как вы знаете, в пятницу у нас было заседание городского собрания, где глава города обращался к нам с письмом о переименовании парка имени Тараса Мироновича Шамба. Депутаты единогласно поддержали этот вопрос, это решение, но никто на заседании, ни глава города, ни депутаты, никто не знал о предыдущем решении городского собрания, так как администрация не исполнила, опять-таки повторяюсь, и он не был внесен в реестр парков, и название указано старое, еще довоенное. Кроме того, в абхазском сегменте интернета появились публикации, которые вводят многих граждан в заблуждение. По словам Дмитрия Маршания, парк, известный горожанам как «Сказка», официально не носил имя Юрия Воронова. Именем ученого в Сухуми названы только улица и школа. Я думаю, это произошло из-за того, что прилегающая улица носит название Юрия Николаевича Воронова, и поэтому в народе люди стали называть парк имени Воронова. Также в картах, везде в обозначениях, везде парк обозначался как парк Воронова, тоже неверно. Я думаю, что, скорее всего, потому что в советское время улица носила название Орджоникидзе, и парк тоже носил название Орджоникидзе, и поэтому как-то люди думали, что если улица Воронова носит название, то и парк тоже. Как разрешится ситуация и чьим именем в итоге назван парк, вопрос находится на стадии обсуждения. Пока решение вынесено не будет, но обе стороны понимают, родственники, что произошла банальная ошибка 7 лет назад, и это понимание есть. Я думаю,
с этой ситуации все выйдем красиво. Решение городского собрания будет согласовано с родственниками и Тараса Мироновича, и Георгия Алексеевича. И, как я еще раз сказал, имена этих выдающихся людей должны быть увековечены для будущих поколений. Депутаты Сухумского горсобрания также приняли решение о присвоении парку напротив столичной администрации имени государственного и политического деятеля Абхазии Ефрема Эшба. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг в Абхазии ожидается пасмурная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 5,10. Температура морской воды 12 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.